прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Население столицы растет, должна поспеть и инфраструктура. Если мы вот эти потоки не сможем отрегулировать, значит, всегда будет транспортный коллапс. Чем жила столица в прошлом году и какие задачи перед городом поставил президент, в репортаже Анны Городновой. Почем булка для народа? Поднимется хлеб, подорожает все остальное. В Казани анонсировали повышение цен на хлеб, кроме социального. Насколько и в чем причина, узнавал Рамиль Шайдулин. Начало строительства нового корабля в Зеленодольске. Крылатые ракеты «Калибр», они у всех на слуху, поэтому самый широкий спектр задач. Каким он будет и стоит ли ждать новых заказов, расскажет Салават Мухаммадулян. Международный форум автомобилестроения в Казань-Экспо. Идут переговоры о перемещении штамповочного цеха из Чехии в Татарстан. Какие совместные проекты Татарстана и зарубежных производителей, узнавала Зарина Ахметова. Аварийщиков расселят, отремонтируют более 200 домов и начнут работы по строительству Большого Казанского кольца. Мэр столицы сегодня рассказал, чем будет жить город в ближайший год и что удалось сделать за предыдущий. В ратуше прошла отчетная сессия городской думы. В работе традиционно принимает участие и президент Рустам Минниханов. На что придется уговаривать женщин, Анна Городнова. Отчетная сессия городской думы, по сути, то, чем жила Казань в 2018-м. Свой доклад мэр начал с чемпионата мира по футболу. Организация прошла на высоте, и теперь перед столицей новые задачи. Сейчас в Казани более 1 миллиона 200 тысяч жителей. А значит, социальная инфраструктура должна расти. Мест в детских садах по-прежнему не хватает. В школах 2 смены. Почти 40% школ работают в двухсменном режиме. Это более 18 тысяч детей. В очереди в детские сады стоят почти 53 тысячи детей в проблемной зоне обеспечения местами детей от 1 года до 3 лет. Благодаря инициативе поддержки руководства нашей республики и лично президента начато строительство еще 11 детских садов. По темпам строительства жилья Казань в первой десятке городов ПФО, но остаются 14 проблемных дома долевого строительства. В этом году в планах достроить 4 из них и решить проблемы аварийщиков. В прошлом году в Казани завершилась масштабная программа по переселению из аварийного жилья. Улучшили свои жилищные условия почти 5000 горожан, но остается еще 51 аварийный дом. Его жители надеются на новую программу. Она сейчас готовится и будет рассчитана на 6 лет вперед. Продолжится и программа благоустройства парков и скверов. К 8 общественным пространствам добавится еще 9. На эти цели направят 1,5 миллиарда рублей. Скверов и парков стало больше, стало где гулять интереснее. Хочется очень чистоты, вот чтобы вот этой каши не было. А так город прекрасный. Активно застраивается микрорайон Салават-Купере, но основная проблема по-прежнему пробки. Президент призвал сделать жилой комплекс максимально комфортным. Для реконструкции автомобильной дороги там планируется изъять 22 участка и еще более 100 для строительства Большого Казанского кольца. В центре внимания сегодня и проблемы малого бизнеса. 50% опрошенных заявили о наличии административных барьеров. Здесь не только, значит, мэр и его окружение. Здесь все службы, структуры, весь средний уровень. Он тоже должен понимать, что это не кто-то проситель, это мы должны повернуться лицом к малому и среднему бизнесу. Президент также напомнил, в стране реализуются 12 нацпроектов. Один из них – повышение демографии, и Казань должна внести свой вклад. Мы должны донести, и депутаты показать личным примером свое участие в поручении президента нашей страны. Я думаю, мужики-то не откажутся, главное уговорить женщин. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На сессии говорили сегодня и о проблемах государственно-частного партнерства. Как оказалось, работу тормозят министерства. Президент жестко раскритиковал их за пассивность, в частности Минздрав и Минтранс. Как доложили Рустаму Минниханову, ведомства не спешат сотрудничать с частными инвесторами. У нас денег и так полно, значит, нам вот эти частные ваши проекты не нужны. Вообще, нужны ли вы нам? Можно ли с такими руководителями работать? Если у вас мозгов
нету на частно-государственные партнерства, если вы не можете повернуться к предпринимателю, это относится всем, и главам, и министрам, и всем нам. Вкус тот же, цена больше. В соцсетях разлетелась информация о подорожании хлеба в Казани. Он может вырасти на 10% пока на продукцию третьего завода. Но повышение не коснется так называемых социальных сортов – сельского и пшеничного. Что по этому поводу думает в Минсельхозе? Рамиль Шайтуллин. Кирпичик дарницкого за 30, булка крестьянского за 38 рублей. Сегодня свежий хлеб от изготовителя казанцы раскупают под таким ценам. Но уже через 3 недели они могут подрасти. Об этом говорится в письме хлебозавода номер 3. Оно было направлено в торговые сети города. Здесь черным по белому. Хлеб будет стоить на 10% дороже. Причина – подорожало сырье. Да, действительно, Казанский хлебозавод номер 3 15 февраля прислал информацию о том, что продукция хлебозавода 18 марта 2019 года повысится на 10%. Это подтверждают и на самом хлебозаводе. Аргументы производителя – цены подскочили на муку, дрожжи, мак и масло, а также ГСМ, воду и энергию. Чтобы окупить затраты, нужно повысить стоимость булки хлеба. Казанцы считают, это ударит по карману. Я не знаю, птиц не будем кормить, наверное, хлебом. По-моему, всегда ударит по карману. Наверное, кого-то ударит. И меня в том числе. Это же не только хлеб подорожает, и еще что-то подорожает. Так что, конечно, это будет чувствительно. Урожай у нас хороший, а хлеб поднимается. Как можно? А что мы можем сделать? Мы же ничего не можем сделать. Мы такие проблемы не решаем. Не подорожает же по их планам только так называемый социальный хлеб. Например, вот такой, как в моих руках, буханка сельского. Сегодня она стоит 27 рублей. Оставит цену прежней специальные меры поддержки. Руководство республики приняло решение, датируем социальный хлеб. И мы уже за январь раздали компенсацию по 3 рубля на килограмм хлеба, поэтому никаких оснований для этого нет. Какой будет цена буханки уже на прилавке, пока неизвестно, ведь к стоимости, как правило, идет торговая наценка. Теперь вопрос, повысится ли цена у других производителей. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Зиединов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня в КФУ начали вакцинировать студентов, контактировавших с сотрудником, у которого накануне подтвердился диагноз гепатит А. В зону риска попали 170 человек. Прививки им сделали в студенческой поликлинике, а в здании университета провели санобработку. Ходили слухи еще вчера, но это были только слухи, а потом уже ближе к вечеру вышла новость в группе КФУ. А после нам уже написал куратор, то, что завтра с утра, то есть сегодня уже 26-го, будем проходить вакцинацию. Люди могут заразиться от тебя конкретно, и это может пойти как цепочку уже. Зато, конечно, нужно делать профилактику. На сегодняшний день ситуация стабильна. Нет ни одного случая заражения. Я подчеркиваю, организовано рабочее место для врача-эпидемиолога. Я думаю, ситуация под контролем. Как отметили в Роспотребнадзоре, студенты и работники будут под наблюдением врачей 35 дней. Сейчас сотрудник университета госпитализирован. В Роспотребнадзоре рассказали, что этот не первый случай в Татарстане. С начала года в республике зафиксировано 6 случаев заболеваний гепатитом А. Для вирусного гепатита А характерна осенне-зимняя сезонность, поэтому 6 случаев – это нормальная, обычная ситуация по заболеваемости. Она не расценивается как чрезвычайная, это обычный наш уровень заболеваемости. К другим темам. На несколько дней Казань превратилась в автомобильную столицу Поволжья. КАМАЗы, самосвалы, двигатели и комплектующие. Сегодня открылся 5-й международный форум автомобилестроения. Свои разработки здесь представили 150 предприятий России и зарубежья. Чем может похвастаться Татарстан, расскажет Зарина Ахметова. Вам презентуем наш стенд и начинаем с нашей мажорной ноты. Яркий, узнаваемый участник и победитель ралли-Дакар. КАМАЗ из Набережных Челнов первым привлек внимание зарубежных гостей. Его по праву можно считать гордостью татарстанского автопрома. Здесь стоит двигатель фирмы Липхер. Ну, естественно, он доработанный мотористами команды КАМАЗ-Мастер. Здесь около 1000 лошадиных сил и крутящий момент 4000. А этот двигатель не наносит вреда природе. Производство тоже Татарстан. Работает он исключительно на метане, природном газе. Но это не единственное его преимущество. Мы его доработали, добавили сюда систему моноподачи E-Control. То есть в механику добавили немного электроники, сделав его поумнее. Здесь имеется ГЛОНАСС, то есть даже находясь в другой точке света, мы можем диагностировать этот двигатель.
А это уже чешский автомобиль. Его активно используют в строительстве и нефтехимии. Собирают такую махину частично за рубежом. А вот 32% составляющих наши. Это кузов, диски и шины. Со временем в Татарстане будут собирать и голову этого грузовика – кабину водителя. Идут переговоры о перемещении штамповочного цеха из Чехии в Татарстан для того, чтобы уже производить кабины. Более 150 предприятий России и мира. В 5-й раз Международный автомобильный форум собирает ведущих производителей отрасли в Казани. В этом году он впервые развернулся на площадке «Казань-Экспо». Для участников это возможность не только обменяться опытом, но и выстроить деловые связи. Мы рады, что сегодня это уже не просто разрозненные производственные предприятия, а можно сказать автомобильный кластер, который занимается производством как легкового, так и грузового автомобильного транспорта. Мы рады поддержать форум. Это хорошая площадка для профессионалов, чтобы делиться опытом. Кроме того, автомобильная индустрия развивается очень быстро, особенно в части разработок. Уже сегодня на форуме обсудили одни из ключевых вопросов отрасли. Это экспорт, налогообложение и поддержка государства. Завтра в Казань-Экспо пройдут переговоры автопроизводителей и оптовых закупщиков. На 3-й день форума участников ждет поездка в Елабугу на производство Ford Solers. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Татарстанские тучи на водных границах страны. Корабль с таким названием заложили сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького. Это малое ракетное судно проекта «Каракурт». Какие у него преимущества и характеристики, расскажет Салават Мухаммадуллин. Туча длиной 67 и шириной больше, чем 10 метров надвигается на Зеленодольский завод. Конечно, погода тут ни при чем, а я про малый ракетный корабль проекта 22800 и точнее вот про его корпус, до которого у нас есть уникальная возможность дотронуться. Именно этот корабль будут собирать здесь, в Зеленодольске. Вместо красных ленточек, укладки камней и разбивания бутылки шампанского – болты, отвертки и маркировочная табличка. Это закладка первого корпуса малого ракетного корабля «Туча». Он разработан в рамках уникального российского проекта «Каракурт». Скорость до 30 узлов, автономность до 3000 морских миль. А значит, небольшой и юркий, он может нести на себе высокоточные ракеты и артиллерийское вооружение. Первый такой корабль уже служит на Балтийском флоте. Корабль оправдал все наши ожидания, все, что было заложено в проекте, все мы получили. Скорость, мореходность, дальность плавания. Как все было предусмотрено техническим заданием, все мы это получили. Всего в ВМФ России должно поступить еще 17 таких кораблей. 3 из них сейчас строятся в городе Керчь на заводе «Залив», который принадлежит Зеленодольскому судостроительному заводу. В самом же Зеленодольске планируется поставить на воду 2 корабля, но это минимум. Серия из 18. Это, можно сказать, что это много, но в то же время это и мало. Поэтому не исключено, что серия будет продолжена, и корабли ближней морской зоны, в том числе на этом предприятии, будут закладываться и строиться. Плюс сейчас в Зеленодольске продолжается работа над строительством патрульных кораблей проекта 22160. Так что завод сейчас работает на полную мощность. Салават Мухаммадуллин, Равзель Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. Татарстан остается регионом, привлекательным для бизнеса. Иностранные инвестиции тому доказательство. Они готовы вложиться даже в необычный туристический проект – смотровую башню с эксклюзивным названием Тюбетей Тауэр. Алия Харудинова представит новый проект и не только. В Татарстане появится смотровая башня Тюбетей Тауэр. Это один из инвестиционных проектов, запланированных на этот год. Об этом сегодня сообщила Талия Миннулина. Предполагают, ее разместят рядом со стадионом «Казань-Арена». Объем инвестиций может составить 350 миллионов рублей. По сумме вложений не так много. Для сравнения, на территории нашей республики может появиться совместное предприятие по производству кормовых добавок. Инвестиции сюда оцениваются уже десятками миллионов долларов. Как говорят, 2018 для Татарстана оказался инвестиционно успешным. Привлекли иностранных инвестиций порядка 590 миллионов долларов. Вот у нас сегодня такая цифра есть по итогам года. Да? Это только иностранные инвестиции. А есть еще инвестиции в основной капитал из внебюджетных источников. Нашими инвесторами выступили 29 стран. Из них лидерами являются сегодня Соединенные Штаты Америки, Китай, Германия, ну, конечно, традиционные Нидерланды.
Инвесторы все больше предпочитают наши крупные города. Это Елабуга, Челны, Нижнекамск, Казань. Последние годы их догоняют Зеленодольск, Чистополь, Менделеевск. Повезло и некоторым районам. За счет близости к столице рассчитывать на внешние вложения смело могут Лаишево, Верхний Услон, Высокая гора. За счет активной работы глав муниципальных образований им не уступают Тюльчинский и Сабинский районы. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Выбор перед выборами. Вновь были выборы. Мы сформировали органы регионального отделения. Кого и как единороссы республики избрали своим лидером, увидел Дмитрий Аринин. Металлодетектор, камеры и никаких шпаргалок. Пройти через это испытание, почувствовать, как дети будут сдавать. Все как у выпускников, как справились с волнением их родители во время сдачи ЕГЭ, знает Вероника Гайнуддинова. Сегодня в Казани Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании «Ромакс Кубань» Алексеем Прокопенко. Компания более 15 лет работает в сфере строительства и управления, реализует проекты в коммерческой и жилой недвижимости. В ходе переговоров определили дальнейшие перспективы сотрудничества. Напомним, в республике планируют реализовать 40 программ в сфере строительства и капремонта. 2 из них уже в этом году. Среди них строительство детских летних оздоровительных лагерей и детских садов. Лидер остается у руля. Сегодня единороссы республики переизбрали Фарида Мухамедшина секретарем регионального отделения. Какие задачи ставят новому старому руководителю федеральной партийцы, узнал Дмитрий Аринин. Прошу делегатов конференции высказаться и внести предложение. Альтернативы Фариду Мухамедшину на партийном посту сегодня были. Это глава Лаишевского района Михаил Афанасьев и депутат Госсовета Геннадий Глушков. По итогам же тайного голосования секретарем регионального отделения избран был Фарид Мухамедшин. Кандидатура Мухамедшина Фарида Хайруловича набрала наибольшее количество голосов. Спасибо большое. Давайте мы утвердим протокол сначала счетной комиссии. Порт-отделение Фарид Мухамедшин возглавляет с 2003 года. Теперь его полномочия продлили еще на 5 лет. Я благодарен коллегам за доверие. Мы приступаем к развернутой широкой работе подготовки к предстоящему формированию, выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва. От единороссов Татарстана ждут общероссийского тренда на переформатирование своей работы, что должно помочь сохранить лидирующие позиции. Единая Россия придает предстоящим в этом году выборам особое значение. Итоги последних выборов вызвали определенную озабоченность в партии, показали, что необходимо переформатировать работу с избирателями. Политики сходятся во мнении, нужно более плотно общаться с людьми, разъяснять им ситуацию и решать возникающие проблемы. Главное для политика – это уметь слушать человека, понимать его нужды и свои профессиональные навыки отдавать для того, чтобы человек сказал: я правильно голосовал за этого политика, я его уважаю. На пути обновления больше рассчитывают и на молодежь. Есть возможность обрести знания, которые можно будет попробовать в этом году в рамках выборной кампании, как говорится, работа в поле вместе с кандидатами. А уже на следующий год, если кто-то из политтехнологов примет решение, может уже попробовать сам принять участие в качестве уже кандидата. Со своими кандидатами на выборы в Госсовет единороссы определятся в мае после праймерис. Само же избрание депутатов пройдет в сентябре. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Слабослышащим нужны переводчики. Инвалиды по зрению просят аудиосопровождение в музеях, а для девочек с ограниченными возможностями здоровья нужны спортивные секции. Сегодня в общественной приемной Дмитрия Медведева в формате круглого стола обсудили вопросы организации досуга инвалидов. Альбина Салгараева о проблемах и перспективах. Мы глухие, не чувствуем себя доступными, нет информации. А все потому, что нет переводчиков с русского жестового языка, объясняет Венера Галстон. На 4000 глухих приходится всего 35 специалистов. Из-за отсутствия коммуникации не берут на работу, трудности перевода в развлекательных, спортивных и медучреждениях. В помощь мог бы прийти смартфон. По программе Skype и с переводчиком связывается. Вот
Он говорит на жестовом языке, переводчик говорит голосом врачу. О своих проблемах сегодня говорили не только глухие, но и слабовидящие. За круглым столом собрались представители общественности, депутаты и чиновники. Работает ли программа «Доступная среда»? Как организовать досуг детей-инвалидов и на что уходит пособие по уходу за инвалидами? Новость о том, что сумму поднимут, порадовала родителей и опекунов. Об этом сообщил во время своего послания Владимир Путин. Конечно же, это был большой праздник для всех родителей детей-инвалидов, что подняли до 10 тысяч, поднимают в июле месяца 2019 года. Конечно, такой суммы недостаточно, но это уже большой прорыв. Социализация инвалидов и их максимальная самостоятельность. Также цель, к которой стремятся все вместе. В этом направлении облегчить условия для инвалидов должна информатизация медико-социальной экспертизы. Сегодня она внедряется в республике. Да? Вы знаете, что уже во многих есть и электронная запись, и электронная медицинская карта. Но есть те или иные сложности, чтобы две программы соединялись друг с другом. Поэтому это должна быть единая система. Я думаю, об этом Владимир Владимирович Путин и говорил, что мы максимально должны перейти к электронным носителям, чтобы вся база была. Все эти меры действительно сделают жизнь инвалидов в республике легче и лучше, говорит Венера Галстон. И приятно будет осознавать, что просьбы глухих все-таки были услышаны. Альбина Аслугараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. К другим темам. Его называли главным киноведом республики. Сегодня в Казани простились с Робертом Копосовым. Татарстанцы старшего поколения помнят его как ведущего телепрограммы «Новые на киноэкранах» и как организатора Казанского клуба «Друзей кино». Прощание с киноведом прошло в Кизическом монастыре. Настоящий друг, опора и профессионал. Таким его запомнят родственники, коллеги и друзья. Роберт Копосов не дожил до своего 81-летия несколько дней. Во всем помогал, о чем его не попроси. Прекрасный был человек и для наших детей, которые росли все вместе, и его дети, и наши. Он всегда был примером. Я к нему относился как к гуру, как к учителю. Я думаю, что память о нем среди его учеников еще будет долгой. Таким образом, уходит у нас эпоха редакторства. Сейчас это очень непопулярно. И очень жалко, что вот мы прощаемся с такими интересными людьми. До старта WorldSkills в Казани все меньше. Сегодня эстафета флага добралась до Грозного. Столица Чечни стала 17-м российским городом. Отсюда символ мирового чемпионата отправится в Дагестан. Напомним, турнир рабочих профессий стартует в столице Татарстана в августе этого года. В нем примут участие более 1500 участников из 60 стран мира. Металлодетектор камеры и никаких шпаргалок. Сегодня в республике сдавали ЕГЭ по русскому языку, но только не школьники, а их родители. Такая акция по всей России проходит уже в 3-й раз. Все как на настоящем экзамене. Те же задания, тоже волнение. Как с ними справились родители будущих выпускников, знает Вероника Гайнудинова. Экзамен пусть и понарошку, но как настоящий. С собой ничего лишнего. С первого раза металлодетектор не смог пройти даже министр образования республики. Нет, не шпаргалки. Звенели часы и ремень. Кимы такие же, как у настоящих 11-классников. Такой экзамен сегодня пишут по всей России. Во время экзаменов, чтобы мы могли их тоже каким-то образом поддержать, помочь, каких-то нюансов, может быть, подсказать. Знания по русскому языку сегодня решила проверить и я. Свой ЕГЭ писала почти 6 лет назад. Посмотрим, насколько изменились задания. Вместо 3,5 часов для родителей сегодня сокращенный вариант. Они пишут всего 40 минут. Задания сегодня хоть и для школьников, но даже родители справиться могут не всегда. Мне нравится писать рассказы, сценарии, но тем не менее сочинение было для меня самое сложное. Может быть, потому что хотелось сразу все показать, не получилось. Показать родителям, что в ЕГЭ нет ничего непонятного, и наша задача сегодня вместе с родителями от начала до конца пройти тот путь, который дети в установленный срок будут проходить. В этом году ЕГЭ в республике будут сдавать больше 16 тысяч выпускников. Впервые в республике 3 11-классника выбрали в качестве экзамена китайский язык. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зяддинов, ТНВ, Казань.
В ожидании новой премьеры «Мой тактаж». Молодые профессионалы Казанской оперной лаборатории готовят уже свой третий спектакль в этом году. Запланированная на 25 февраля премьера будет представлена в мае. По словам режиссера, сложная идея и сюжет требует большей подготовки. Напомним, что в этом месяце молодые таланты уже представили вниманию публики две свои оперы «Бледно-голубая точка» Ильдара Камалова и «1+6» Лейсан Абдулиной. Это плоды совместного творчества начинающих режиссеров, композиторов, драматургов и художников. Однако в этот раз на сцене исполнят роли опытные оперные певицы. Это колоссальное удовольствие, на самом деле, работать вот с оперными певцами, потому что ничем не уступает драматическим актерам. Потому что если их завести, они работают так, что плачут на сцене там, где я не прошу. Настоящая спецоперация по спасению пушистых зверьков развернулась сегодня в Нижнекамске. Здесь на центральной елке обнаружили гнездо с бельчатами. Заметили семейство только когда собрались демонтировать искусственное дерево. Как прошло спасение и где теперь будут жить пушистики, знает Сергей Хайдаров. Каждый день без всякой спешки я в дупле грызу орешки. Щелк, щелк, щелк. Грызла орешки и потихоньку переехала чуть ли не в центр Нижнекамска. Так можно описать историю одной предприимчивой белочки. Обустроив жилище, она родила потомство прямо на верхушке центральной елки города. Пушистых заметили случайно и как нельзя вовремя, когда конструкцию начали разбирать. Белочка своих новорожденных детишек укрывает корой с дерева. Особенно она любит сдирать с липы. По железкам лезет вниз, вверх. Это видео сняли очевидцы как раз во время демонтажа елки. Естественно, разбирать конструкцию рабочие сразу прекратили. Началась операция по спасению. Для этого в парк пригнали автогидроподъемник. Разбегутся, мы их снимем. Переезжать сегодня белкам предстояло прямо на искусственной ветке. Это нужно, чтобы не повредить жилище грызунов. В это время волонтеры уже подобрали для них новую сосновую высотку. Срезав лишние ветки, доброволец крепит к стволу сосны деревянный поддон. На него кладут гнездо и закрепляют проволокой. Надежда, Васу давай. Сейчас поднимусь. Белки пришли из семьи, уверены волонтеры. Это парк, который находится рядом с центральной елкой. Там живут около 40 хвостатых. Кстати, почему мама-белка решила съехать от себе подобных, объясняет интернет. Рожать белки предпочитают подальше от своих. Теперь малышам ничего не угрожает. Мама продолжит заботиться о детишках. Белочка-мама их сама вылезет, сама их по деревьям подведет к кормушкам, покажет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Сергей Хайдаров, Наталья Шумкова и Фахри Исламов. ТНВ Нижнекамск. И на такой позитивной ноте мы заканчиваем выпуск. Хорошего вечера. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Разгром по Омске хоккеисты Акбарса потерпели самое крупное поражение в сезоне. И это в дебютном матче плей-офф. «Авангард» смог забросить в ворота казанцев 6 безответных шайб. На матче не хватало опытного бойца плей-офф Даниса Зарипова. В состав 25-й номер не попал. После 4-й пропущенной шайбы тренерский штаб пошел на вынужденную меру. Поменял Подъепольского на Широченкова. Но и этот факт не спас команду. Ответная игра пройдет там же, в Балашихе, завтра в 19:30. Тренерскому штабу Акбарса срочно надо менять тактику и схему игры. Ведь проиграна всего лишь битва, а не война. К другим темам. Кубок Ельцина собрал молодых теннисистов более чем из 20 стран мира. В Казани стартовал 9-й международный турнир по теннису. В состязаниях, которые продлятся до 3 марта, примут участие теннисисты младше 19 лет. Среди них 10 спортсменов из Татарстана. За победу в этом крупном турнире участников увеличится общий рейтинг, что позволит выступать и на других стартах российского и международного уровня. Решающие поединки запланированы на воскресенье. Финал традиционно посетит и супруга Бориса Ельцина Наина Иосифовна. Это огромная возможность для молодых спортсменов показать себя. Это на самом деле для них первый такой шаг в их большую карьеру. Я уверена, что должно все получиться у тех, кто здесь выигрывает. Появляются уже лыжницы на внутреннем круге на стадионе. Их еще ожидают промежуточно. Не получилось, в общем, не стало бороться. Тем более Федеру и Никите Ступаку. И, наверное, еще, конечно, Николаю Марижему. Команда Татарстана возглавляет эту гонку. Успехи, хотя всего лишь что только 3-й этап командного спринта. Но вот просвета уже и нету.
Ну, вот лучше удалось стартовать Полине Кальцину, 11 номер, и удачнее Шаповалова передала эстафету. Никакого лидерства, никакого серьезного преимущества у Баракина нет. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В Татарстане сохраняется пасмурная и слабоморозная погода. Солнце не спешит нас радовать своими лучами. Но через пару дней уже весна. И какая погода ожидает нас 27 февраля, узнаем через минуту. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево пасмурно, снежно и -5. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают 4 градуса ниже нуля, будет облачно. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также облачно, снежно и -4. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси синоптики обещают пасмурную погоду и -5. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном по-прежнему облачно, умеренно морозно, -3. Для центральных районов 27 февраля будет пасмурным, местами снег и до 4 градусов со знаком минус. В среду ветер сменит направление с северного на южный. Температуры станут немного выше. Торговый дом «Агрозапчасть М» предлагает запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные с заводов-изготовителей по выгодным ценам. Торговый дом «Агрозапчасть М» готов стать вашим надежным партнером. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. В Казани будет облачно, местами снег. Температура воздуха в дневные часы -3, -5. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.